Праздничные литургии этой ночью проходят во всех храмах страны. Христиане из Ингушетии Пасху отмечают в единственной в республике церкви в Сунже. Сюда съехались православные всей республики, а также из других регионов. Этот праздник отмечается как самый важный и значимый в христианстве. От имени главы Ингушетии прихожан поздравил министр по внешним связям, национальной политики, печати и информации республики Руслан Мизиев. Уделяется большое внимание тому, чтобы наше русскоязычное население, православное, в республике нашей чувствовали себя хорошо. Оказывается, большое содействие при содействии нашего казачества, чтобы все вопросы, которые возникают, были решены. Так как у нас идет специальная военная операция, нам необходимо всем сплотиться, нам необходимо быть единой силой. Плохие вести приходят с Киева. Буквально несколько дней назад киевские власти, как их сейчас называют нацисты, закрывают православные храмы, которые находятся на украинской территории. Буквально сегодня на новостных лентах звучит о том, что не дают Московской православной, Русской православной церкви, которая находится на территории Украины, отметить вот этот светлый праздник Пасхи. Все делается для того, чтобы убить там знание русского языка, чтобы убить там православную веру. Поэтому сегодня мы едины, сегодня мы все вместе с вами также радуемся тому, что наступает Пасха. Всех поздравляю с этим светлым праздником, желаю всем, чтобы в доме был мир, чтобы было здоровье и близкие радовали вас. Также от имени главы хочу передать поздравления владыке. Прошу его передать. Уважаемый Руслан Резович, мы сердечно благодарим Министерство по национальной политике и все руководство республики, конечно, главу Махмуда Алимова Шариповича за его внимание к нам. Мы знаем, что действительно время непростое, время напряженное, требует постоянного участия, необходимо держать руку на пульсе, можно так выразиться, поэтому, безусловно, государственные дела важны, но также мы знаем, что он всегда помнит о православных жителях республики и не разделяет всех жителей республики, также относится и к исповедующим ислама, православию. Конечно, все мы важны для нашего главы, и его теплые слова, его поздравления также мы принимаем очень близко к сердцу, очень дорожим этим вниманием. Поэтому просим вас передать ему благодарность. Статус Пасхи отражают слова «праздников в праздник» и «торжество из торжеств». На пасхальную службу пришли десятки верующих. Пасха знаменует окончание 40-дневного поста. В канун этого дня пекут традиционные явства. Сегодня принято ставить перед собой благие задачи. Я на сегодняшний день, живя здесь 29 лет в этой республике, я никогда в жизни не видел каких-то там лишних ущемлений в сторону православных или там других каких-то вероисповеданий. Поэтому мы живем в цивилизованной, да, можно сказать, республике, вот в России, в цивилизованной республике же. У нас нету никаких проблем. Хочу поздравить всех православных с праздником, с таким великим. Для меня он большой очень праздник. Наверное, из всех праздников, которые наши есть, вот православные, это самый большой для меня праздник. Вот Рождество и Пасха. Пасхальная служба начинается в полночь субботы на воскресенье. Она исполнена духовной радости и ликования. Приехала из Владикавказа, муж военный, здесь служит в Ингушетии. Сами вообще из Сибири. Поздравляю всех православных христиан с этим великим днем, с воскресением Господа нашего Иисуса Христа. И хочу, чтобы у всех нас в душе была большая любовь к Господу, к своему народу, к своей стране и ко всем ближним, как завещал Господь, чтобы мы жили в мире, согласии. Этот праздник – это великий светлый праздник, самый дорогой для православия. И мы обязаны его отмечать, посещать. Я хочу поздравить весь православный мир, здоровья, счастья и благополучия.
всем православным и всех живущих здесь, на этой земле российской. Пасха – праздник торжественный и семейный. Отмечают его в основном в кругу родных. Положено посещать и далеких членов семьи. В жилищах зажигают все светильники и источники света. А в храмах в процессе литургии пламенеют все лампады и свечи. Торжественное мероприятие длится всю ночь. После завершения все поздравляют друг друга. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.